Сегодня глава республики Айсан Николаев выступил с ежегодным посланием к Государственному собранию Илтумен. В зале республики собрались представители государственной власти, бизнеса, общества и прессы. Глава региона озвучил свое видение в вопросах стратегического развития республики на ближайшую перспективу. Традиционное обращение главы получилось социальной направленности и прежде всего было нацелено на улучшение качества жизни населения. По порядку и подробнее моя коллега Ульяна Шагина. Уважаемые коллеги, пространственное развитие республики, снижение логистических ограничений, крупные промышленные и социальные проекты – это не самоцель. Ключевой эффект должен появиться в улучшении качества жизни людей, в том числе в повышении их реальных доходов, в преодолении бедности. По официальным статданным, в регионе численность населения с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2018 года снизилась до 19%. Улучшение по сравнению с 2017 годом составляет 1%. Кажется, что это мизер, но это 10 тысяч наших сограждан, резюмировал глава. Принимая меры с бедностью, нужно не только менять подходы, но и задействовать все ресурсы в решении этих проблем. Для этого нужно объединять усилия служб социальной защиты, занятости, развития предпринимательства и сельского хозяйства. Объединить ресурсы всех ведомств для поддержки малоимущих якутян. Я поручаю правительству республики совместно с органами местного самоуправления составить реестр особо нуждающихся в социальной помощи семей и работать точечно, выводя на устойчивую траекторию жизни не только одного человека, но и всю его семью. К примеру, для улучшения благосостояния молодых семей должна помочь льготная ипотека под 2% для дальневосточников. Айсан Николаев поручил организовать работу, чтобы этой программой воспользовались не только в городах, но и в районах республики. Нам нужно перейти от наших ведомственных границ и ограничений к интересам человека через объединение работы по снижению бедности, аварийного жилья, поддержки многодетных семей. И очень важно, чтобы в повышении благосостояния наших граждан мы опирались не только на бюджетные ресурсы, но и на энергию предпринимательства. Говоря, к примеру, об аграрном предпринимательстве, Илдархан поручил правительству в 2020 году сформировать фонд поддержки агропромышленного производства для поддержки не только крупного сельскохозяйственного бизнеса, но и якутян, желающих заняться собственным сельхозпроизводством. У нас будет тоже новый механизм, как сказал Айсан Сергеевич. Субсидия будет государственная поддержка будет выделяться крестьянским фермерским хозяйствам, у которых имеется 25 коров и более. Да? Раньше этот механизм был от 100 доенных коров, механизм был сложным, именно был нацелен на крупные организованные хозяйства. Со следующего года у нас появится возможность именно поддержать крестьянские хозяйства, у которых малые формы. Главное событие уходящего года и, наверное, самое долгожданное решение вопросов по Ленскому мосту. Завершение строительства моста планируется в 2025 году. Он соединит пространство Восточной Сибири и Дальнего Востока. Производственные мощности, использованные при строительстве моста, будут использованы при дальнейшем развитии Северного широтного хода, возведению мостов через Вилюй и Алдан. Ленский мост в республике станет третьим по сложности объектом в стране. Для этого в будущем году будет прохождение и проектирование глав госэкспертизы объекта, для которого будет привлечен сильный консорциум инвесторов. Ленскому мосту быть. 10 декабря правительственной комиссии Российской Федерации по транспорту наш мост включен в федеральную программу строительства и реконструкции мостов. Уважаемые друзья, сегодня нам всем надо объединиться, сконцентрировать наши силы и энергию, отработать максимально ответственно и эффективно, чтобы поручение главы государства было исполнено и многолетняя мечта якутян наконец-то осуществилась. Осуществилась в этом году и главная мечта жителей Арктики. 8 районов вошли в арктическую зону Российской Федерации. Между тем, в 14 госпрограмм включены специальные арктические разделы с объемами финансирования в 35 миллиардов рублей до конца 2024 года. И мы сейчас даже сами себе задаем вопрос, как это все будет притворяться. Но я 100% уверена, что все мы должны быть задействованы в этом. И депутаты, и правительство, и муниципальное образование. Помимо этого обозначены вопросы здравоохранения, образования. Впервые в качестве главных результатов стало инфраструктурное развитие региона, транспортное, энергетическое и телекоммуникационное. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.